Некоторые крымские артисты, которые привыкли выступать на сценах украинских театров, не так давно покинули полуостров. Однако таких оказалось немного. Большинство крымско-татарских деятелей искусств не поддерживают идею жить за пределами Крыма. Они говорят, наши родители, преодолевая трудности, возвращались на родину, чтобы сохранить культуру и язык народа. Тот, кто уезжает, отказывается от этих ценностей. Сегодня нам необходимо развивать нашу культуру, сохранять национальные песни, танцы. В будущем нам это все нужно будет передать подрастающему поколению. Ансамбль «Крым» постоянно над этим работает. Для того, чтобы наши дети не забывали традиции, не забывали народное творчество, все мероприятия необходимо проводить с учетом национальных традиций. Если мы называем себя крымскими татарами, то мы должны знать и чтить свои обычаи. Мнение Сервера Кокуры поддерживает и программный директор крымско-татарского телеканала «Милет» Сусана Халилова. Ее бабушка и дедушка вернулись на родину из депортации в 70-х годах и поселились в степной части полуострова. На протяжении многих лет они не могли получить прописку. Были сложности с работой. По мнению Сусаны Ханум, сегодня крымско-татарская молодежь должна, оставаясь на родной земле, способствовать развитию народа. Нашему народу необходимо сегодня жить на своей родине. Я воспитана в таких традициях. Сегодня покидающих родную землю, куда с трудом возвращались наши предки, я не понимаю. Если мы уедем из родного Крыма, кто здесь останется? Я помню такой случай из жизни. Со своей младшей сестрой мы посетили Стамбул. Там мы зашли в кафетерий, хозяином которого был крымский татарин. После того, как он узнал, что мы крымские татарки, он вынес нам небольшую банку, где была земля. Как выяснилось, это была крымская земля. Я спросила: откуда ваши корни? На что прозвучал ответ: из села, которое располагается близ Джанкоя. К сожалению, этот человек никогда не был в Крыму. История повторяется, и тех людей, которые покинули родину, ждет эта же участь. Заведующая кафедрой крымско-татарской филологии в Крымском федеральном университете Идея Меметова рассказывает, что когда она была маленькой, родители учили ее, вставая из-за стола в числе других пожеланий, говорить: вернуться в Крым и жить на родине. Идея Меметова преподает в университете уже 23 года. После возвращения на родину ее семья, как и большинство других, столкнулась с множеством проблем. Идея Шевкетовна призывает каждого крымского татарина уважать память предков и оставаться на родной земле. Чтобы родник давал воду, за ним нужно постоянно ухаживать, а для этого нужно знать, где его исток. Мы должны помнить тех, кто погиб за то, чтобы крымско-татарский народ вернулся на свою родину. Не забывать покойных Решата Гаджимилева и Юрия Бекировича Османова, которые сделали все, чтобы мы и наши дети жили в Крыму. Мы находим массу причин для того, чтобы покинуть свою родину. А это плохо. За это будут в ответе наши дети, потому что родина – это неотъемлемая часть души человека. По словам председателя Госкомнатса Заура Смирнова, из Крыма уехали около 800 человек, в основном по религиозным и политическим убеждениям. Многие из них сейчас хотят вернуться на родину. Председатель Госкомнатса призывает всех деятелей культуры вернуться в Крым. Хотелось бы призвать их возвращаться. Я прежде всего обращаюсь к представителям наших артистов, тем, кто занят в шоу-бизнесе, тем, кто работает в средствах массовой информации, на телевидении, в каких-то изданиях. Конечно же, нужно быть творческим человеком там, где живет твой народ, и там, где твои зрители, там, где твои слушатели. Я знаю, что сегодня есть такие настроения у многих вернуться в Крым. И многие ищут, скажем, возможность осуществить это свое желание. Но, думаю, никаких опасений у них быть не должно. Крым всегда открыт для своих соотечественников, тем более для крымских татар. И народ всегда ждет своих любимцев, тем, кто приносил пользу своему народу. Жить на родине – это не просто вопрос комфорта, это гражданская позиция. Ведь от того, что мы делаем сегодня для развития Крыма, зависит, будет ли процветать полуостров в будущем. Нариман Тарсинова, Левиза Сидбелялова, Асана Бибулаев, Эдем Исмаилов, Руслан Хохлов, телеканал «Милет».